Добрый вечер. В студии Валет Генаев. В эфире очередной выпуск информационного канала «Чечен-Инфо». Это еженедельная информационно-публицистическая программа, концепцию которой в нескольких словах можно определить как репортерский взгляд на главные события недели. Подводя итоги минувшей недели, корреспонденты программы стремятся не только не упустить всех деталей, но и стараются обозначить различные точки зрения на одну и ту же проблему. Авторы программы готовы к максимально полезной и продуктивной беседе с телезрителями, готовы помочь быть в курсе событий, происходящих в современном обществе, и не теряться в потоке информации. В один час нашей программы уместились обзор событий минувшей недели, обзор сетевых ресурсов и несколько сюжетов на темы прошедшей недели. Все это создает полноценную картину информационной недели Чеченской Республики. На этой неделе в эту картину новостей попали открытие в Гудермесе аквапарка, поправки в закон Чеченской Республики об административных правонарушениях, чеченская диаспора из Иордании в Грозном и известие о том, что казаки собираются воссоздать Терскую область. Все это лишь самая малая толика того, что мы собираемся рассказать вам в течение ближайшего часа. Напомню, цель программы не нагнетание ситуации, а оперативное информирование, которое даст телезрителям возможность ориентироваться в информационном потоке. Сегодня в программе. В Гудермесе открылся первый республиканский аквапарк. В Чеченской Республике создан Совет по делам инвалидов. Чеченские парламентарии одобрили поправки в закон республики об административных правонарушениях. Это и многое другое в экспресс-обзоре Рустама Мугаева. Какая она, чеченская мода? Какие у нее ожидания, к чему она стремится? Об этом и не только в рубрике «Дайджест Инфо». Президента Рамзана Кадырова сравнили с Петром Великим. Монография вице-президента Академии наук Чеченской Республики издана Кембриджским международным издательством. В Аргуне будут выпускать приору. Рубрика «Ченет-Инфо» с обзором глобальной сети интернет. Магомед Нухаев и рубрика «Тема» о скандале и мифах вокруг ЕГЭ в Чеченской Республике. Пребывание на Кавказе хирурга Пирогова, разгром знаменитой железной дивизии кайзеровской Германии, массовые репрессии в Чечено-Ингушетии в июле 1937 года. Об этом и не только в рубрике «Хронограф». Это была незаурядная личность, а личности Сталин не желал признавать. Рубрика «Жизнь замечательных людей» о своеобразной и незаурядной личности в нашей истории шейхе Али Митаеве. Рубрика «Экспресс-Инфо» – это наш еженедельный краткий обзор наиболее ярких событий недели, а также ситуаций и информационных поводов высокой общественной значимости. Рубрику отличает динамика и изящные приемы подачи материала. Это 10 минут полезной информации в 10 динамичных сюжетах. На прошедшей неделе в горячую десятку событий попали возвращение чеченской делегации из Марокко, празднование юбилея журнала «Орга», открытие в республике первого аквапарка и многое-многое другое. Рустам Мугаев в рубрике «Экспресс-Инфо» о наиболее ярких событиях прошедшей недели. Долгожданный оздоровительно-развлекательный комплекс имени Зелимхана Кадырова открылся на неделе в Гудермесе. Его строительство было начато в январе 2005 года. Аквапарк стал первым в своем роде в Чеченской Республике. В церемонии открытия принимали участие президент Республики Рамзан Кадыров, председатель правительства Одес Байсултанов, министр спорта и туризма Хайдар Алханов и другие официальные лица. По словам директора аквапарка Индерби Межидова, комплекс не имеет аналогов не только на Северном Кавказе, но и во всей России. На территории в 70 гектаров построены 3 бассейна, десятки аттракционов, детские горки, площадка для картинга, тренажерные залы, сауны, ресторан и кафе. Аквапарк построен с учетом требований ислама. Он разделен на мужскую и женскую половины. Ежедневно этот летний центр отдыха могут посещать до 500 человек. Планируется, что к Новому году на территории комплекса также будет открыт зимний аквапарк. В первом полугодии 2009 года в городской бюджет Грозного поступило более 642 миллионов рублей. Таким образом, исполнение доходной части городского бюджета составило 99%. По словам начальника департамента финансов города Грозного Адама Ибрагимова, план по доходам в первом полугодии составлял 648 миллионов 195 тысяч рублей. Фактически было собрано 642 миллиона 24 тысячи рублей, что неплохо в условиях мирового финансового кризиса. Таким образом,
этом за 6 месяцев в городской бюджет поступило на 84,5 миллиона рублей больше, чем за аналогичный период 2008 года. Однако, как отметил мэр Грозного Муслим Хучиев, при более ответственном подходе к работе некоторых подразделений администраций возможно и перевыполнение плана уже во втором полугодии. Градоначальник особо отметил необходимость усиления сборов налога на имущество и исполнения штрафных санкций. Рамзан Кадыров подписал указ об увековечении памяти сотрудников отдела внутренних дел по Ачхой-Мартановскому району, погибших в начале июля при проведении специальных мероприятий на территории Республики Ингушетия. Согласно указу, в Ачхой-Мартановском и Урус-Мартановском районах будет переименовано 9 улиц. Как отмечается в указе, улицы переименовываются, принимая во внимание ходатайство главы Ачхой-Мартановского района и в соответствии с законом Чеченской Республики об административно-территориальном устройстве Чеченской Республики. Напомним, 4 июля в Сунжинском районе Ингушетии между населенными пунктами Ашты и Чемульга неизвестные обстреляли сотрудников отдела внутренних дел по Ачхой-Мартановскому району, которые на 3 автомашинах УАЗ передвигались в населенный пункт Ашты. В результате обстрела погибли 9 сотрудников отдела, еще 9 милиционеров было ранено. Указом президента Рамзана Кадырова в республике утверждено положение о Совете при президенте Чеченской Республики по делам инвалидов. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета, согласно документу, поручено осуществлять секретариату председателя правительства Чеченской Республики. Председателем Совета по делам инвалидов назначен заместитель председателя правительства, руководитель администрации президента правительства Магомед Селимханов. Задачами Совета являются систематическое информирование администрации президента правительства Республики о положении инвалидов, подготовка ежегодного доклада о состоянии дел в этой сфере, подготовка предложений по профилактике инвалидности, реабилитации инвалидов, взаимодействие с организациями, занимающимися проблемами инвалидности и инвалидов. Депутаты парламента Чеченской Республики в окончательном чтении одобрили поправки в закон Чеченской Республики об административных правонарушениях. Внесенные поправки призваны искоренить практику незаконных поборов за товары и услуги. По словам председателя Комитета по вопросам экономической, инвестиционной политики и имущественных отношений Хусейна Кадырова, внесенные поправки предусматривают административную ответственность за взимание платы за товары и услуги, которые в соответствии с республиканским законодательством должны быть предоставлены бесплатно. Кроме этого, законом предусматривается административная ответственность из-за нарушения правил благоустройства территорий городских и сельских поселений. В поселке Новые Алды заводского района города Грозного открылось новое здание филиала 4-й детской городской поликлиники. Медицинское учреждение оснащено современным оборудованием и рассчитано на 110 посещений в день. Здесь предусмотрены кабинеты стоматологии, педиатрии, терапии и акушера-гинеколога. Поликлиника имеет важное для жителей поселка значение, так как это первое медицинское учреждение, расположенное непосредственно в данном населенном пункте. Строительство поликлиники было начато 7 месяцев назад по поручению президента Чеченской Республики. Все работы выполнены за счет выделенных региональным общественным фондом имени Героя России Ахмата Кадырова средств. В поликлинике собран штат квалифицированных и опытных врачей. На неделе состоялось еще одно открытие объекта здравоохранения. После капитального ремонта в столице республики свои двери распахнуло реконструированное здание Департамента здравоохранения города Грозного. Так отметил в связи с этим председатель правительства Чеченской Республики Адес Байсултанов, открытие здания Департамента здравоохранения является очередной победой в области развития медицины республики. Ремонт двухэтажного здания был начат в феврале текущего года. Помимо капитального ремонта фасадной и внутренней части здания, полностью обновлена мебель и оргтехника в кабинетах. Здесь же созданы и все необходимые условия для полноценной работы персонала департамента. Кроме этого, строители благоустроили прилегающую к объекту территорию. Отметим, что под ведомством Департамента здравоохранения находятся 27 медицинских учреждений Грозного. В рамках дружеского визита в Грозном побывала чеченская диаспора из Иордании. В ходе своего визита иорданские гости посетили мечеть «Сердце Чечни», исламский центр и встретились с представителями Духовного управления мусульман республики во главе с муфтием Султаном Мирзаевым. После экскурсии, организованной по городу, гости поделились своими впечатлениями о позитивных преобразованиях в республике. Муфтий республики выразил диаспоре огромную благодарность за сохранение чеченского языка и обычаев чеченцев в его первозданном виде. Несмотря
несмотря на то, что чеченцы Иордании находятся вдали от родины. В свою очередь, гости подчеркнули, что чеченцы, проживающие в арабских странах, всегда следят за всем происходящим в Чеченской Республике через СМИ, искренне переживают и молятся Всевышнему Аллаху за мир и процветание на их исторической родине. Журнал «Орга» отметил на этой неделе свой юбилей. Торжественное мероприятие, посвященное юбилею издания, состоялось в актовом зале Дома печати. Поздравить сотрудников журнала с 50-летием пришли представители Министерства Чеченской Республики по внешним связям, национальной политике, печати и информации, творческой интеллигенции, Академии наук Республики. Выступающие отметили, что издание вносит огромный вклад в развитие чеченского языка и литературы, играет большую роль в духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения, помогает начинающим писателям, поэтам, журналистам, а также прививает любовь к родному языку. Много добрых слов было сказано и в адрес сотрудников, работающих сегодня в журнале, отмечая заслуги коллектива в освещении жизни республики, а также вклад в развитие чеченского языка. Сотрудники и главный редактор журнала «Орга» были награждены почетными грамотами Министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации и денежными призами. Из Марокко вернулась делегация чеченских ученых-богословов, которую возглавлял председатель Совета алимов Республики Хожа Ахмед Кадыров. По приезду в Грозный глава Совета алимов сообщил журналистам, что в рамках визита чеченская делегация приняла участие в Международной исламской конференции, участниками которой стали также делегации приверженцев суфийского течения в исламе из 43 стран мира. Как отметил Хожа Ахмед Кадыров, марокканская конференция – это положительный результат во взаимодействии мусульман всего мира. Он подчеркнул, что чеченская сторона в ходе конференции сделала для себя определенные выводы. И то, что чеченские ученые-богословы, трактуя Коран и хадисы пророка Мухаммада, благословит Аллах его приветствует, находятся на правильном пути. Чеченское общество сегодня переживает очередной этап своего возрождения. Соответственно, происходит и пересмотр многих ценностей. Что-то окажется на свалке истории, а что-то получит новый импульс. Чеченская мода сегодня стала неотъемлемым атрибутом общества. Она не похожа ни на французскую, ни на итальянскую. Она самобытна и неподражаема, как и сами чеченцы. Какая она, чеченская мода? Какие у нее ожидания, к чему стремиться? Об этом и не только. Тагир Салаханов в рубрике «Дайджест Инфо». В народе принято говорить: не гонись за модой, делай так, чтобы мода гонялась за тобой. Но если говорить о чеченской моде, то сегодня Чеченская Республика напоминает цветник, как в прямом, так и в переносном смысле. Вещевые рынки и уличные прилавки уступили место красивым магазинам и дорогим бутикам, и под лозунгом «Красота спасет мир» чеченские женщины треть своего свободного времени и финансовых средств тратят на салоны красоты и посещение магазинов, читают гламурные журналы и знают практически о всех известных кутюре мира. Есть, пожалуй, лишь одно отличие между европейской и чеченской модой. Это наш менталитет и национальные особенности. В Чеченской Республике принято одеваться скромно и со вкусом. А то, что вкус у чеченцев есть, доказывает тот факт, что теперь Чеченская Республика вырастила своих профессиональных модельеров-дизайнеров. Что же выбирают сегодня чеченские женщины? Об этом мы поговорили с известными модельерами не только нашей республики, но и за ее пределами Заретой Хамхоевой и Рошаной Зулаевой. У каждого есть свой стиль, под который нужно будет подстраиваться, как-то свести с этого стиля с некоторыми заказчиками очень бывает тяжело. То есть ты объясняешь, что это не пойдет, там чуть-чуть надо изменить, давайте так сделаем. Конечно, это не очень легко, но со временем мы к этому приходим. Мне нравится то, что мы пришли к своему, как бы, родному, приходим постепенно к своим истокам. Конечно, мы не в ладне ходим все, но, тем не менее, покрытая голова, скромная одежда. Я бы им пожелала, чтобы они в своей одежде себя чувствовали комфортно и счастливыми были девушки сами. То есть, вот я просто знаю по себе, когда я в одежде, которая мне очень нравится, я совсем, можно сказать, была другая. Несомненно, приятно осознавать, что чеченские модельеры заявляют о себе не только на своей родине, но и в крупных мегаполисах мира, занимают почетные места в международных конкурсах высокой моды и все-таки возвращаются на свою родину и творят настоящие произведения искусства, которые по достоинству оценивают известные кутюрье мира. Именно такой представительницей и является Рошана Зулаева.
Она заняла почетное второе место на втором международном конкурсе высокой моды национальных костюмов «Этно-Эрата» в номинации «Этнические мотивы в современном костюме» и стала обладательницей приза «Золотые ножницы». Маленькие золотые ножницы, в которые вместо гвоздика посередине вделан в самом деле лишний крохотный бриллиант, оригинально красуются на ее обладательнице. Мы приняли участие в международном конкурсе, в 9-м международном конкурсе «Этно-Эрата» национального костюма. Он проходил в мае месяце. У нас буквально был месяц на подготовку. Он проходил в апреле, я извиняюсь. У нас был буквально месяц на подготовку, и вот девочки, мы все вот буквально вот только-только познакомились. Мы тут денно и ношно работали, адская работа и ручная вышивка. Мы не знали, что хотим, как хотим. Да, цель какая-то была, мы даже не знали, как это у нас получится. Вы импровизировали? Да, мы просто импровизировали на голом месте, и даже были моменты, вот некоторые модели у нас вот просто уже не знали, что с ней делать. Мы накидывали ее на манекен и прямо на манекене начинали ее ножницами кромсать. И что-то получалось грандиозное. Сначала мы представляли одно, а в итоге получалось совсем другое, что нас действительно удовлетворяло. Тем не менее, 3 твои коллекции получили диплом. Да, за месяц мы отшили 18 костюмов. Вот эти 3 коллекции «Зовгор», Бета-Нур «Бета-Нур» и Деларош. Но и это не предел фантазии и профессионализма наших модельеров. Даже самые модные женщины планеты, француженки, которые всегда были эталоном безупречного вкуса, приобретают вещи из коллекции чеченских модельеров-дизайнеров. Удивительно, но факт, потому что в Париже, там, где мода рождается, где она составляет весомый культурный пласт, и, наконец, где ей поклоняются, живет и работает чеченская девушка-модельер Мадина Ахаева. В 2000 году Мадина поступила в школу моды в Париже. Как говорит сама девушка, имея в словарном запасе лишь 3 фразы на французском языке и неисчерпаемое желание познать мир французской моды. Но, несмотря на все трудности, успешно закончила ее. Мадина как губка впитала в себя культуру и традиции Франции, в связи с чем у нее изменились и собственные вкусы. Очень быстро она овладела языком, и у нее появилась идея начать делать что-то свое. Но прежде чем создать собственную марку, молодой чеченский модельер отучилась еще и в Сорбонском университете на факультете истории искусств. И, наконец, она открыла собственный проект «Мад Ева». Переводится с английского как «безумная Ева» и является производной из начала имени и окончания фамилии Мадины. Сегодня она специализируется на дизайне и пошиве женской одежды «Pret-à-porter Femme» от блузок до пальто. Несомненно, приятно осознавать, что чеченские модельеры заявляют о себе не только на своей родине, но и в крупных мегаполисах мира. Но одно дело за границей, и наши соотечественники там, и совсем другое дело то, что они предлагают чеченским женщинам. Появилась возможность начать это дома. А это была моя самая сокровенная мечта. Именно исконно вот из дома начать. Это всегда тяжело, потому что нет пророков в родном Отечестве. Извне всегда круче. Из дому всегда сложнее. Но вот этот драйв и вот этот весь вот поток, который идет, он все-таки настолько наполняет, да, есть свои сложности. Но тем не менее, мы не сдаемся, мы идем вперед. Вот я и мои девочки. Работы только и дальше. Да, конечно. И понимаете, когда мы были на первом конкурсе, и люди просто были в шоке. Вот, Чечня, ух ты. И тут такие грандиозные костюмы, полностью выполненные, там ручные вышивки и свадебное платье, достаточно придержанное национальных традиций, в то же время ручная вышивка, когда все подходят, спрашивают, неужели это вы все сами, своими руками? А когда они еще узнавали, в какие сроки это выполнено, то просто они были в восторге. Можно купить и свадебное платье, выдержанное в традициях национального костюма габли. Работа ручная, трудоемкая и отнюдь не дешевая. И свадьба, наверное, самое главное для любой девушки в плане во что одеться. Обнаженные плечи и глубокие декольте, конечно, сделают любую девушку красивой, но вряд ли этот образ будет выглядеть непорочно. Свадебные платья в стиле габли гораздо более привычны для большинства чеченских девушек. По крайней мере, в последнее время все больше невест выбирают именно такой стиль.
И Рошана, и Зарета, каждая по-своему пришли к профессии модельера одежды. Если Зарета стремилась к этому с молодых ногтей, то Рошана сделала свой осознанный выбор и в довольно зрелом возрасте. Если на 10-м международном конкурсе того же Этно Эрата были приглашены модельеры только победители в течение 9 лет, которые принимали участие, представляете, какой там поток, там 12 номинаций, в каждой номинации по 3 победителя и 168 стран, да, вот как бы там Иран, Ирак, Нидерланды, Хорватия, Монголия, Китай, вот со всех вот концов, Литва, Латвия, Эстония, все. И вот среди всего этого потока и на 10-м международном конкурсе, да, вот представляете, за 9 лет сколько раз, вот сколько было этих победителей, мы попали в 5 лучших и взяли золотые ножницы. Многие чеченские модельеры, как и Зарета и Рошана, сходятся во мнении, что и в будущем высокая мода в Чеченской Республике будет испытывать влияние традиций, и, соответственно, развитие получат более закрытые наряды. А мини и миди вряд ли будут предлагаться чеченскими модельерами, по крайней мере, в родной республике. Вы знаете, просто одежда всегда должна отражать какую-то внутреннюю красоту женщины. Она должна быть практичной, удобной, стильной. А мода, она всегда меняется. Остается стиль. Чеченское общество сегодня переживает этап своего возрождения. Соответственно, происходит и пересмотр многих ценностей. Что-то окажется на свалке истории, что-то получит новый импульс для развития. Чеченская мода сегодня стала неотъемлемым атрибутом общества. Она не похожа на французскую или итальянскую. Она также самобытна и неподражаема, как и сами чеченцы. Всесильный интернет о Чеченской Республике. Что говорят о нас и что говорим мы на сетевых ресурсах глобальной сети интернет? На прошедшей неделе говорили о том, что действия президента Рамзана Кадырова сравнили с политикой императора Петра Великого, что монография вице-президента Академии наук Чеченской Республики издана Кембриджским международным издательством, что в Аргуне будут выпускать приору. И это отнюдь не все. Рубрика «Ченет-инфо» с экспресс-обзором сетевых ресурсов глобальной сети интернет. Президент Чеченской Республики вошел в десятку самых упоминаемых политиков России за второй квартал 2009 года. Итоги рейтинга, составленного на основе их упоминаемости в центральной российской прессе, опубликовал еженедельник «Коммерсант. Власть». Глава республики занял в рейтинге 6-е место, поднявшись с 24-й позиции в сравнении с предыдущим кварталом. Первые 5 мест, соответственно, заняли президент Российской Федерации Дмитрий Медведев, премьер России Владимир Путин, мэр Москвы Юрий Лужков, министр финансов Российской Федерации Алексей Кудрин и министр иностранных дел Сергей Лавров. В рейтинге были учтены статистические данные 248 российских политиков. Между тем, почетное 3-е место Рамзан Кадыров занял сразу в 2 ежемесячных рейтингах по индексу информационного благоприятствования и по упоминаемости в федеральной прессе и в эфире центральных телеканалов. Рейтинг составлен компанией «Медиалогия» в период с 10 июня по 10 июля. Монография вице-президента Академии наук Чеченской Республики Райкома Дадашева под названием «Термодинамика поверхностных явлений» издана Кембриджским международным издательством. Как отмечает автор издания в материалах, опубликованных в сети интернет, работа над монографией шла на протяжении 30 лет. В ее основу легла теория поверхностных явлений, которая стала также основой докторской диссертации. Автор полагает, что выход его книги на английском языке будет способствовать налаживанию научных и деловых контактов чеченских ученых в различных сферах деятельности. По мнению Дадашева, современные нанотехнологии и нанонаука изучает и использует свойства поверхности, поэтому теоретические разработки, направленные на изучение процессов, протекающих в поверхностном слое, вызывают сегодня большой интерес среди общества. Впервые монография чеченского ученого была издана в 2007 году, а уже в 2008 году переиздана в связи с большим спросом. Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своей кадровой политике напоминает великого русского царя-реформатора Петра Великого, сказал Сергей Белоконов, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам молодежи в ходе встречи с чеченской делегацией на Всероссийском форуме «Селигер-2009». Чеченская республика показывает всей стране новые пути решения современных проблем России. Я считаю, что руководство республики и чеченская молодежь в том числе должны поделиться своим богатым опытом в области противодействия экстремизму и дружелюбной политики по отношению к соседним регионам, отметил
отметил Сергей Белоконов. Также он отметил, что посещение форума в 2006 году Рамзаном Кадыровым произвело благоприятное впечатление на молодежь, которая из первых уст могла узнать о позитивных переменах, происходящих в Чеченской Республике. На этой неделе в сети появилось сообщение о том, что на Терском казачьем круге во Владикавказе казачьи атаманы выдвинули идею воссоздания укрупненного северокавказского региона в форме существовавшей в царской России Терской области. Как заявил в этой связи атаман Терского казачьего войска Михаил Инковцов, в настоящее время юристы Терского казачьего войска готовят обращение в Государственную Думу по данному вопросу. В Терскую область, по мнению атамана и его единомышленников, должны войти Кабардино-Балкария, Чеченская Республика, Ингушетия, Северная Осетия, Дагестан и часть Ставропольского края. Что касается Адыгеи и Карачаево-Черкесской республики, по мнению атамана, они относятся к Кубани. По мнению казачества, судя по заявлению Инковцова, создание Терской области решит в первую очередь политические проблемы, снимутся территориальные претензии некоторых народов друг к другу, исчезнут понятия титульной и нетитульной нации. На базе Аргунского завода «Пищемаш» вскоре начнут выпускать автомобили «Приора». Об этом на этой неделе заявили ряд сетевых изданий со ссылкой на источники в Чеченской Республике. Договоренность об этом, судя по всему, достигнута в ходе переговоров между Министерством промышленности и энергетики Чеченской Республики и представителями группы ОАО «АвтоВАЗ» города Тольятти. Согласно договоренности, цеха по сбору автомобилей в ближайшее время будут оснащены дополнительно необходимым оборудованием для выпуска новых моделей. В связи с выпуском новой марки автомобиля на переобучение в Тольятти готовится отправиться 10 чеченских специалистов. Сообщается, что в настоящее время на конвейерной сборке завода «Пищмаш» уже работает 73 человека, ранее прошедшие на заводе Тольяттинского автоваза учебную практику. Студенты медицинского факультета Чеченского государственного университета, принимавшие участие в первой смене Всероссийского образовательного форума «Селигер-2009», вернулись домой с победой. Об этом в сети интернет сообщили ряд электронных изданий. Как отмечается в материалах, в рамках форума проходил конкурс «Зворыкинский проект», направленный на поддержку научно-технического творчества. Конкурс проходил в 3 тура. В нем принимали участие 400 команд из различных регионов страны. Члены жюри выбрали из них 20 самых лучших, среди которых и представители ЧГУ. Сообщается, что чеченские инноваторы представили на конкурс изобретение с необычным названием «Усовершенствованная аптечка доктора Катани», разработанная под руководством известного чеченского ученого академика Султана Айцханова. Экспертный совет конкурса, в который вошли представители инновационных фирм, ученые, специалисты в области экономической сферы, отметили высокую значимость этой разработки и оценили ее перспективность медицинской промышленности. Сетевой ресурс информационного агентства «Грозный-Информ» сообщает о том, что из поездки в Турцию возвращается детский вокально-хореографический государственный ансамбль «Башлам». Юные артисты из Чеченской Республики принимали участие в 6-м международном фестивале песни и танца народов Кавказа, который проходил в городе Ялово. «Башлам» не в первый раз участвует в этом фестивале и неизменно добивается успеха. Эту замечательную традицию поддержали подопечные художественного руководителя Яхсана Алиева и в этом году. Агентство также сообщает и о том, что детский ансамбль танца и песни «Даймов» под руководством Рамзана Ахмадова, уехавший 7 июля, еще находится в Европе, где проводит до начала августа. Напомним, Даймов выехал в Великобританию, Северный Уэльс и Францию для участия в фестивале танца и музыки. Этот прославленный детский коллектив хорошо знают за границей. Он много раз выступал перед европейским зрителем, участвовал в престижных творческих конкурсах и фестивалях. Официальный сайт Российского клуба связистов сообщает, что в День российской почты 150 школьников Ямало-Ненецкого автономного округа в адрес своих сверстников из Чеченской Республики одновременно отправили 150 писем дружбы. По мнению ямальских школьников, акция позволит им завести в Чеченской Республике новые знакомства, завязать интересную переписку и, возможно, в будущем приезжать в гости друг к другу. Непосредственное общение между юными гражданами Ямало-Ненецкого автономного округа и Чеченской Республики является залогом развития дружеских отношений между народами нашей Родины, отмечает руководитель постоянного представительства Чеченской Республики в Северо-Западном федеральном округе Мавлади Гильдибаев. Ресурс сообщает, что организаторами акции выступили Управление Федеральной почтовой связи Санкт-Петербурга и Ленинградской области, филиал ФГУП «Почта России», представительство президента Чеченской Республики в Северо-Западном федеральном округе, представительство Ямало-Ненецкого автономного округа в Санкт-Петербурге, Фонд содействия занятости и Российский клуб связистов. Большой полемикой развернулась во всемирной сети интернет высказывание на форуме «Теория антисистем» некоего Лавра о липовых отличниках из Чеченской Республики по результатам ЕГЭ. Его текст сообщения по его же просьбе моментально был растиражирован юзерами во всевозможных блогах и сетевых журналах. Не заметить происходящее не смогли даже ведущие информационные агентства. Естественно, не обошли эту тему и мы. Магомед Нухаев
и рубрика «Тема» о скандале и мифов вокруг ЕГЭ в Чеченской Республике. Прошло уже чуть больше месяца, как в российских школах отзвенели последние звонки, а выпускники 2009 года наконец-то вздохнули с облегчением. Позади у них остались долгие школьные годы и, конечно же, первый и последний в жизни единый государственный экзамен. С нынешнего года ЕГЭ стал обязательным для всех выпускников школ. Новая система тестирования знаний учащихся полностью сместила привычные экзамены. По результатам ЕГЭ, набрав определенное количество баллов без вступительных экзаменов, теперь без труда можно поступить в любой вуз России. Внедрение в российских школах единого госэкзамена была призвана улучшить успеваемость и качество обучения учащихся, а также искоренить коррупционную составляющую среди преподавателей образования. Эксперимент, проведенный в отдельных городах, в прошлом году доказал, что единый госэкзамен является действенной мерой. Однако в последние дни в СМИ заговорили о провале эксперимента, что единый госэкзамен только ухудшил без того непростую ситуацию как в школах, так и в вузах России. Я с очень большим уважением отношусь к тем усилиям, которые предприняли вы при проведении единого государственного экзамена. Я знаю, что не все результаты нас устраивают, ни вас, ни меня, но то, что он был проведен честно, что мы получили абсолютно объективную картину, я думаю, что этому могут позавидовать в том числе и многие регионы России, в том числе и многие ваши соседи. Я не хочу никого обидеть, но то честное отношение, которое было реализовано, оно тоже очень важно для нас, потому что, во-первых, мы знаем наши слабые стороны, мы будем помогать вам, обязательно будем помогать. Большой полемикой развернулось во всемирной сети интернет высказывание на форуме «Теория антисистем» некого Лавра о липовых отличников из Чеченской Республики по результатам ЕГЭ. Его текст сообщения по его же просьбе моментально был растиражирован юзерами во всевозможных блогах и живых журналах. Не заметить происходящее не смогли даже ведущие информационные агентства. Они всерьез задались вопросом, достоверны ли результаты, полученные в ходе единого госэкзамена в ряде северокавказских регионов. В числе сомнительных оказалась Ингушетия, Дагестан и Чеченская Республика. Как пишет Лавр, феерическая картина разыгралась при приеме вуза на основании результатов ЕГЭ. В высших учебных заведениях Москвы и Санкт-Петербурга небывалый наплыв вундеркиндов из отдаленных регионов, причем пальму первенства твердо держит Чечня. Он отмечает, что, цитирую, «Если в российских столицах количество сдавших профильные ЕГЭ над 100 баллов едва достигает 150 сотен, то в горах Кавказа таких вырешено едва ли не на четверо из каждых 5 выпускников. При этом кавказские абитуриенты, получившие 90 из 100 баллов по русскому языку, не в состоянии даже написать заявление на поступление без ошибок». Автор материала сетует, что благодаря ЕГЭ в этих 3 соседских республиках увеличилась так называемая ставка на хорошие отметки. Между тем, скандал вокруг ЕГЭ вызвал множество самых разнообразных откликов в интернете. От нацистских призывов по отношению к выходцам Кавказа и негодования в адрес министра образования России Андрея Фурсенко до открытого послания в видеоблоге президента страны Дмитрия Медведева. Отдельные ресурсы решили провести опрос среди своих пользователей по заданной теме, а Федеральное агентство по образованию организовало работу горячей линии по актуальным вопросам приема в высшие учебные заведения. В свою очередь, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Любовь Глебова опровергла все сообщения о необычайно высоких результатах единого государственного экзамена в республиках Северного Кавказа, в том числе и Чеченской Республики. В интервью агентству РИА Новости она отметила, что миф, связанный с тем, что Кавказские республики получили необыкновенные результаты, на сегодняшний день не подтверждаются. По ее словам, в Чечне ни по одному предмету ребята не получили 100 баллов на ЕГЭ. При этом, по мнению главы Рособрнадзора, форма проведения ЕГЭ в Чечне должна стать примером для других субъектов Российской Федерации. По ее словам, в Чеченской Республике была получена реальная картинка. Республика очень точно поняла, какой уровень образования у нее на сегодняшний день. В нынешнем году в нашей республике выпускниками стали более 30 тысяч школьников. Из них свыше 9 тысяч выпускники 11 классов, более 23 тысяч 9. Мы перестали быть с вами черной дырой, мы перестали быть отрицательными героями в Российской Федерации. И мы надеемся на вас, мы все считаем вас таким потерянным поколением. Вы пошли в школу в 98 году, и вы увидели самое плохое. Но мы все надеемся на вас,
что вот эти ошибки, которые были допущены, вы уже в жизни не повторите. Невольно вспоминается начало 2000-х годов, когда при очередном ЧП отыскивалось лицо кавказской национальности или прослеживался пресловутый чеченский след. Создается впечатление, что некто намеренно подкинул яблоко раздора. Особенно очевидным это становится, если вспомнить встречу Дмитрия Медведева и Андрея Фурсенко в начале июля. Министр образования как раз докладывал о ситуации вокруг ЕГЭ на Кавказе, в частности в Чеченской Республике. Он подчеркнул, что в связи с военными действиями уровень знаний чеченских школьников находится не на самом высоком уровне. Но результаты ЕГЭ, несмотря на свою негативность, были абсолютно объективны. Об этом же Фурсенко говорил и во время своего визита в Грозный на встрече с президентом Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. Конечно, спорить об уровне чеченских школьников в сравнении с другими бессмысленно. Война внесла свои коррективы в образовательный процесс Чеченской Республики. Надо сейчас больше у нас заниматься именно педагогическим коррективом. И если у нас будут золотые школы, там компьютеры самые навороченные, это не значит, что они будут получать образование. Нам нужно делать так, чтобы побольше привлекать к нам республику педагогов, что мы и делаем, договариваемся с Краснодарским краем, Ростовским и Подмосковским. Подмосковье, там тоже есть у нас договоренность, что будут там приезжать оттуда преподаватели, там мы обеспечим здесь жилье. Так у нас, в общем, так взять ситуация средняя, я думаю, что вот следующий год или следующий год у нас будет лучшим. Мы можем быть примером для других. Тем не менее, в последние годы система образования стала налаживаться. Не случайно местными властями в первую очередь были практически все отремонтированы и восстановлены школьные учреждения. Сегодня в регионе уже не осталось ни одной разрушенной школы. Одним из главных приоритетных национальных проектов стало образование. С начала внедрения этой программы чеченские школы обеспечены школьными автобусами, а подключение к всемирной сети интернет в сравнении с 2006 годом возросло почти в 5 раз. В настоящее время Министерство образования и науки Чеченской Республики занимается решением проблем, связанных с оснащением их современным оборудованием, укомплектованностью компьютерных классов, обновлением библиотечного фонда и подборкой квалифицированных работников образования. Чеченские школьники начали принимать участие во всевозможных олимпиадах, в том числе иногородних, а учителя в конкурсах знаний. Еще одним приятным событием для каждого учащегося стало празднование выпускного бала на республиканском уровне. Красочное шоу, посвященное выпускникам школ с участием первых лиц республики, из года в год становится самым ярким мероприятием в начале лета. Пенсионный фонд до почты России до ЦР, там уже было есть лучшего до студентов до выпускник дик деш был уже 66 уже было 66 студентов и легкое достижение. В республике уже открыли свои двери высшие учебные заведения. Абитуриенты 2009 ждут в 3 вузах нашей республики. Небывалый интерес к учебе со стороны юношей и девушек не может не радовать, тем более если перед ними открываются реальные возможности найти себе хорошо оплачиваемую работу. С 2005 года в республике действует программа трудоустройства отличившихся выпускников высших учебных заведений. 77% успешно единый госэкзамен, а по России Балштон из Дона, Церсенья, Уэдона, действительно, на 100% Дона, Уэдона, подход Канье, не так не Уэйошо, Канье, Ильсигалит, Канье Дона, Уэдерлахлит, Уэбершен, Дизи Хайт, Цедеш Самах и Доси Хайта, Уэдона, Министерство Дона, образование Дона, Царь Дона, Дик Дона, низ подход Нир, Далвола Дона и подход Нисер Бандош. Уэдона, действительно, Диш Ляшпеш, Республика Шваркбуй, Уэберш, знание, что Уэберш Дона, Канье, Уэкоми, Хилляш, Дон, Бюзен, Он, Хой, Яхвиш, Мехтрибуй, Хайч, Дон, Танавэш, Затина, Дах, Бисенчана, Далвола Дона, Уэводи, Навасилди, Дала Шудона, Дешер до школ чекака ирсиахали تويل شو دون تعيد دون دي الهول شدون ويقوم سيديش ومحك سيديش ويحلل ويدي غلقش شديت سيديش. Ну а теперь по традиции история Чеченской Республики в зеркале времени. Обзор ключевых событий июля в истории Чеченской Республики. На этой неделе в обзор вошли пребывание на Кавказе всемирно известного хирурга Пирогова, разгром войнахскими конными полками знаменитой железной дивизии кайзеровской Германии в Первую мировую войну, массовые репрессии в Чечено-Ингушетии в июле 1937 года и не только.
И все это здесь и сейчас в рубрике «Хронограф Инфо». 11 июля 1840 года у речки Валерик произошла одна из самых кровопролитных битв Кавказской войны между чеченцами и отрядами генерала Голофеева. Эта битва описана поэтом Михаилом Юрьевичем Лермонтовым, непосредственным участником боя. В известной его поэме «Валерик» генерал Голофеев вынужден был признать в своем военном журнале, что чеченцы отчаянно сражались, открывая со всех сторон против них убийственный огонь пехоты и артиллерии, и тем самым сделали все, чтобы успех их был сомнительным. По итогам этого сражения Лермонтов был награжден орденом Владимира 4-й степени. В общей сложности Лермонтов, которого сослали в действующую армию за поэтическое вольнодумство, на Кавказе провел почти 4 года. Здесь же, на Кавказе, 15 июля 1841 года он был убит у подножья Машука на дуэли, возникшей в результате спровоцированной ссоры с Мартыновым. В июле 1847 года хирург с мировым именем Пирогов принимает участие в осаде крепости Салты в Дагестане. Впервые в мировой практике применяет эфирный наркоз в полевых условиях. Проездом в Салты Пирогов остановился в крепости Грозная, в которой провел ряд показательных операций и обнародовал результаты своих наблюдений в области народной медицины. В книге Кулебякина, вышедшей в 1913 году, рассказывается о том, как казака Фролова, сына майора Гребенского полка, расположенного в Черленной, привезли в госпиталь. Ввиду гангрены хирург решил ампутировать ногу казака, но отец и его кунаки чеченцы забрали в Ласо домой. И чеченский лекарь Юсуп из Брагунов настоями из трав вылечил казака. Впоследствии, пораженный искусством лекарей Пирогов, писал, что азиатские врачи на Кавказе вылечивали такие наружные повреждения, которые, по мнению наших врачей, требовали отнятия членов. Известно, что Пирогов ампутировал также и ногу знаменитого наиба Шамиля Байсангура Бенуевского. 15 июля 1916 года покрыли свои знамена неувидаемой славой офицеры и всадники ингушского и чеченского конных полков дикой дивизии, которые разгромили элиту кайзеровской армии. В результате блестящие атаки были полностью разбиты и перестали существовать считавшиеся до сих пор отборным германские части 46-й и 58-й прусских пехотных полков, которые прозвали «Железной дивизией». Атака войнахских кавалеристов явилась самым громким успехом в Первой мировой войне. Этот редкий пример атаки против отлично вооруженной пехоты стал предметом изучения военной науки и вошел в труды по тактико-оперативному использованию кавалерии против пехоты во встречном бою. В своей поздравительной телеграмме Николай II в этой связи отмечал, что в истории русского отечества не было случая атаки конницей вражеских частей, вооруженных тяжелой артиллерией. В июле 1920 года оборвалась жизнь первого чеченского врача по образованию Магомета Ахтаханова. Ахтаханов родился в 1893 году и прожил всего 27 лет. Успешно сданные вступительные экзамены в Ставропольскую мужскую классическую гимназию Магомету возможность учиться на так называемую горскую стипендию. Помог и отец, который, чтобы его жалование дало возможность сыну учиться, поступил на службу в армию. В 1912 году на деньги сельской общины Ахтаханов поступает на медицинский факультет Московского университета. Перед ректором за него ходатайствовало Общество распространения образования и технических сведений среди горцев Терской области. В мае 1917 года, получив звание врача, он вернулся в родное село Гойты и организовал в нем первый медицинский участок. Вскоре Ахтаханов назначается окружным врачом, затем исполняющим обязанности старшего врача военного госпиталя Грозного. В это же время он становится и одним из организаторов Общества распространения просвещения среди чеченцев. 3 июля 1929 года Совет народных комиссаров утверждает титульный список высших учебных заведений, подлежащих открытию в текущем году. В этом списке значится и Грозненский нефтяной институт, которому в этом году исполнится 80 лет. Поначалу бывший нефтяной техникум был реорганизован в Грозненский нефтяной институт всего с 2 факультетами – горно-промысловым и нефтехимическим. В 50-е годы этот институт стал по праву считаться одним из престижных вузов страны. В 1900
1989 году вуз уже насчитывал 8 факультетов, на которых вели подготовку по 16 специальностям. К этому времени в институте по всем формам обучения обучалось свыше 5000 студентов. Несмотря на то, что материально-техническая база института сильно пострадала в результате военных действий, его уникальный преподавательский коллектив в основном сохранился. Именно благодаря ему и возрождается былая слава этого учебного заведения. 31 июля 1937 года по спискам НКВД по всем аулам и районам Чеченской Республики проведена так называемая генеральная операция по изъятию антисоветского элемента. Ликвидацией буржуазно-националистического клубка в Чечено-Ингушетии занимается заместитель Ежова Шкирятов. Шкирятов дает приказ об аресте всех чеченцев и ингушей, являющихся членами Чечено-Ингушского областного комитета. Приказ Шкирятова распространялся и на всех чеченцев и ингушей от председателя правительства до председателя сельсовета. Всего в июльскую ночь в ходе операции по республике было арестовано до 14 тысяч человек, то есть около 3% общего населения республики. На всех был подписан один прокурорский орден на арест, на всех был один заочный суд, чрезвычайная стройка Чечено-Ингушского НКВД, которая и осудила всех по спискам, одних к расстрелу, других в концлагерь. Определить точное число жертв массовых расстрелов до сих пор не предоставляется возможным. 16 июля 1956 года Президиум Верховного Совета СССР принял указ о снятии чеченцев с учета спецпоселений и при этом установил, что снятие с учета не влечет за собой возвращение имущества, конфискованного при выселении. Из выселенных в 1944 году 520 тысяч чеченцев и ингушей к июню 1956 года в живых осталось лишь 239 тысяч человек. Депортация чеченцев и ингушей была одним из самых страшных преступлений сталинизма. В 1957 году Чечено-Ингушская ССР была восстановлена. После 13 лет ссылки войнахи устремились на родину. Однако процесс их возвращения и восстановления республики протекали болезненно. Реабилитация носила половинчатый характер. 1 июля 1989 года впервые за всю историю Чечено-Ингушской партийной организации Пленум Чечено-Ингушского обкома отверг предложенную кандидатуру Семенова и избрал первым секретарем обкома Чечено-Ингушской республики Доку Завгаева. В борьбе за окончательное оттеснение от власти старой верхушки партийно-советской номенклатуры объединили свои усилия все политически активные чеченские группировки. Номенклатура всех уровней, хозяйственные руководители, интеллигенция и неформалы. Претендовавший на пост первого секретаря обкома Дока Завгаев, он в то время был вторым секретарем, сумел заручиться поддержкой значительной части номенклатуры, которой он, по всей видимости, обещал реорганизовать управление республикой с учетом их интересов. В июле 2006 года журналист радио «Свобода» Андрей Бабицкий заявил, с каждым годом воевать чеченцам становится все трудней. Социальная база тех, кто скрывается в горах и лесах, становится хуже. Российские спецслужбы действуют все более эффективно. Силовые подразделения премьер-министра Чечни Рамзана Кадырова тоже достаточно успешно работают. Крайне тяжелой задачей для боевиков становится даже приобретение оружия и еды. По данным антитеррористической комиссии Чеченской Республики, возглавляемой Рамзаном Кадыровым, в результате действий силовых и властных структур Федерального центра и Чеченской Республики только в 2007 году количество терактов на территории Чеченской Республики уменьшилось более чем в 3 раза. Человек широкого кругозора, он предупреждал о возможности установления в СССР жесточайшей диктатуры нечистоплотных политиканов, не имеющих ничего общего со свободой и демократией. Говорил об опасности непоследовательности внутренней политики, которая может завести страну в тупик. Предвидел многое из того, что было в 30-е и 40-е годы. Это был человек удивительной душевной красоты, кристальной честности, порядочности и чистоты. Это была незаурядная личность, а личности недоучившийся семинарист Джугашвили не желал признавать. Рубрика «Жизнь замечательных людей» о своеобразной и незаурядной фигуре в нашей истории шейхе Али Митаеве. Шейх Али Митаев – своеобразная и незаурядная личность в нашей истории. Время, в которое он жил, изобиловало важными, подчас противоречивыми событиями, изменявшими как судьбы отдельных людей, так и целых народов и государств.
Он был не просто равнодушным свидетелем рождения нового мира, а активно участвовал в его созидании. Родился он в 1881 году в селе Автурым, ныне Шалинского района Чечено-Ингушской ССР, в семье шейха Бамадгирей Хаджи Митаева. Окончил городскую школу в Грозном, медресе и полный курс высшей арабской школы. Хорошо владел чеченским, арабским и русским языками. Всесторонне образованный человек, Али Митаев разбирался в сложных вопросах политики, истории, философии. Был просветителем. В 1912 году он основал в Автурах мусульманское медресе и русскую школу, в которой изучали русский, чеченский, арабский языки, естественные науки, ботанику, зоологию, биологию, географию и другие. В медресе Митаева, как вспоминал известный ученый-арабист нашего времени Усман Тамбиев, большое значение придавали, кроме теологии, ораторскому искусству, логике. В свои учебные заведения преподавателей он подбирал сам, устанавливал им за свой счет зарплату. В его русской школе работал и один из первых чеченских просвещенцев Шарип Тазуев из Харачоя, окончивший в Тифлисе учительскую семинарию. Люди тогда жили бедно, и поэтому шейх Али Митаев плату за обучение брал не у всех. Для приезжих устроил общежитие со столовой. В свое время замалчивался факт участия молодого Али Митаева в 1910 году в нападении на Кизлярский банк вместе с Зелимханом Харачоевским. Стараясь отвлечь внимание властей от подобных разговоров, мюриды Бамадгирей Хаджи якобы участвовали в поимке знаменитого Абрека. Зелимхан же в это время сидел в Кунакской шейха, ожидая конца облавы. В 1910 году в Чечено-Ингушетии стала складываться ситуация, близкая к революционной. Приехавший в 1911 году грозный помощник наместника Кавказа по военной части генерал Шатилов высказал мнение о необходимости высылки из пределов края наиболее влиятельных представителей, как лиц, вредных для общественного порядка и спокойствия. Был сослан в Калугу и Бамадгирей Хаджи, после чего Али Митаев был провозглашен шейхом. С этого времени начинается его активная общественно-политическая деятельность. Им создаются параллельно действовавшие и в первые годы советской власти шариатские и так называемые народные светские суды. Популярность и авторитет молодого шейха росли на глазах. Об этом свидетельствует и такой факт. После Октябрьской революции в России гарнизон крепости Ведено решил покинуть Чечню. Солдатам хотелось домой, к своим семьям. Но выйти из крепости не решились, боялись нападения чеченцев. Комендант крепости заявил, что так просто оставить крепость он не может. Ему нужно было сдать ее в чьи-то надежные руки. И он назвал имя шейха Али Митаева. Для переговоров в крепость прибыла чеченская делегация. Переговоры прошли успешно, и вскоре к крепости было подано более 400 подвод. Чтобы не унижать достоинство офицеров, Али Митаев оставил им личное оружие. У каждой подводы поставил надежную охрану из своих мюридов и без единого выстрела доставил всех на станцию Гудермес. Когда ветер октябрьских перемен достиг предгорий Кавказа, люди потянулись к большевикам, надеясь получить из их рук свободу и землю. Поэтому немало чеченцев сражались за советскую власть в отрядах Гекала и Чеченской Красной армии Шарипова. В годы гражданской войны Митаев со своими мюридами возглавил борьбу против 3000-й белой армии генерала Лазаря Бичерахова, двигавшегося из Порт-Петровска на помощь своему брату Георгию Бичерахову, поднявшему в Моздоке белогвардейский мятеж. Несмотря на помощь Георгия из Червленой, Лазарю Бичерахову не удалось сломить оборону чеченцев, возглавляемую шейхом Али Митаевым. Он вынужден был оставить Чечню и отступить в Дагестан. Революционный Грозный был спасен. 1919 год пришел в грохоте орудий и дыму пожарищ по всему фронту, открытому деникинцами против чеченцев и ингушей, от Далакова до Гудермеса. Разгром Далакова, Кантышева, Воздвиженской, кровопролитные бои у Алхан-Юрта, Гойты, Чечен-Аула. В цепи этих сражений немаловажное значение имеет и Цацань-Юртовское сражение, когда главнокомандующий войсками Терско-Дагестанского края генерал-лейтенант Ляхов двинул на село отборную дивизию, цацань-юртовцы обратились за помощью к соседям. Прибыло ополчение из Гилдыгена, небольшие группы из Гойт, Шали, Атагов, Чечен-Аула. Приехав с 600 мюридами, оборону Цацань-Юрта возглавил шейх Али Митаев. У защитников Цацань-Юрта была только одна пушка, но они превратили в крепость каждый дом и метким огнем пулеметов и тысяч винтовок обескровили наступающие полки противника. После каждой атаки противник откатывался назад, неся большие потери. К вечеру село засыпало, большинство домов было разбито. Поредели ряды защитников Цацань-Юрта. К закату солнца у повстанцев кончились последние патроны. Враг ввел бой свежие части, и защитники Цацань-Юрта с пением предсмертной песни бросились в рукопашную. Когда стемнело, шейх Али Митаев приказал оставить село. Дальнейшее сопротивление не имело смысла. Надо было сберечь людей. Защитники Цацань-Юрта в этом бою потеряли убитыми 373 человека. Деникинцы переправили в Гудермес более 500 трупов и большое количество раненых.
После установления в Чечне советской власти, будучи членом Ревкома, шейх Али Митаев навел порядок на железной дороге. Прекратились нападения на поезда. Видя преждевременность многих советских преобразований в горском обществе, учитывая нормальную психологию, хозяйственный уклад, обычаи, он рассчитывал создать единое государство горцев Кавказа. Он советовал не спешить с советскими преобразованиями, так как большинство чеченцев еще не было подготовлено к восприятию ни советского законодательства, ни так называемой коммунистической морали, ни новых органов управления. Наивно веря в декорации, обращения к народам России, мусульманам Востока, в возможность самоопределения для всех без исключения наций и народностей, он надеялся, что советская власть предоставит им такое право. Имея под ружьем 6 тысяч мюридов, он не предпринял против советской власти ни одного акта вооруженного выступления. Шейх Али Митаев был интернационалистом. Когда юг России охватила засуха и начался голод, он послал на Украину 3 вагона с зерном. Убийство мирного христианина, говорил он, такой же тяжкий грех, как и убийство мусульманина. Однако органы ГПУ, боясь его влияния на массы, получив согласие Центра, подвергли Митаева репрессии. Уезжая за границу, Топа Чермоев приглашал его с собой, обещая часть богатства. Однако Митаев наотрез отказался покидать родину. Человек широкого кругозора, он предупреждал о возможности установления в СССР жесточайшей диктатуры нечистоплотных политиканов, не имеющих ничего общего со свободой и демократией. Говорил об опасности непоследовательности внутренней политики, которая может завести страну в тупик. Предвидел многое из того, что было в 30-е и 40-е годы. Он был человек удивительной душевной красоты, кристальной честности, чистоты и порядочности. Это была незаурядная личность, а личностей Сталин не желал признавать. Когда Сталин оказался у власти, повсеместно началась борьба с антисоветскими элементами. Обвинения фабриковались в центре и на местах. В выборе средств не гнушались ничем. Особенно трудно приходилось нестандартно мыслящим, ярким, одаренным личностям, которые не умели и не хотели рядиться в тогу верноподданного, бессловесного обывателя. Вот почему массовые репрессии и в Чечне начались еще в 20-е годы, именно с ареста за инакомыслие и влиятельность шейха Али Митаева. По возвращении из Турции в Батуми был арестован младший брат Али, Умар Митаев. ГПУ распространила слух, что он будет выпущен на свободу, если к властям с просьбой о его освобождении обратится сам шейх. Али Митаев знал, что это западня, но он презирал трусость, подлость, вероломство. И 8 марта 1924 года явился в ГПУ. Его арестовали и тотчас спецпоездом отправили в Ростов. После этого по всей Чечне начались массовые аресты духовных лиц, закрытие мечетей, медресе, шариатских судов. Недоучившийся семинарист Джугашвили перешел в свое первое наступление против народа. Это была вся информация за минувшую неделю. Мы встретимся с вами ровно через 7 дней. С вами был Валид Гинаев. Благодарю за внимание и до встречи.